Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня проводим литературное чтение «Интернациональная библиотека» совместно с литературным музеем. Мы это уже давно практикуем. Традиционно у нас проводится литературное чтение. Это шестые. В прошлом году только не проводили из-за ковида. Но в этом году тоже, конечно, все-таки решили. И эти литературные чтения мы решили посвятить Ивану Михайловичу Вавилину, которому исполнилось бы 21 ноября 110 лет. И я думаю, что мы сегодня вспомним его, о его творчестве вспомним, о его жизни, почтим память, послушаем стихи в записи, конечно, его, где он сам читает. Будут вопросы, задавайте, активно включайтесь в беседу. Всего хорошего. А я передаю слово Яне Григорьевне, надо будет вести и дальше общий по программе. Morgen, doamna Polmez, nim представляем Италию литературному музею. И хотим отчаянно все-таки выписать шумы, выписала Кована, меня доставили. И вышли землю стало мне на работе. Okşumasına bibliotekami važna kadivotașa. Tamo mi Andor Medvač vištava Nuz, Ivan Nikolaš Kazilda, Margarita Ivana Pikachili, Stara Sačivasna. Momučkaz, Olenka Sotu Pikachili. Margarita Ivana Lavira Sis, Anata Pavlič Pikachili. Я мужчина, который заявил, что я не знаю, на пол, потому Маргарита Ивановна в обычно, наверное, Эмин. И там еще меня набит водовоистный Том Гез, колледж культуры, что вы редакция, Ольга Пенаевна, Марина Алексеевна, директор колледж культуры, Янка, и муж нас, и у нас, и мужья у нас. И там еще меня Кюк Чилович Котов, Лакейс Вильгартыч, Печка для Циен Михаил Иванович Обиден, тоже Петкачевый. Немец, который с вами мужики и подружки. И Доротий Котов Шабун. Ная, которая занимает чем-то, хочешь еще Валентина Ивановна, организация ансамбль. Ансамбль Дом развития и культуры. Кod ja занимаюсь, это не парка, пришла меня просто я скос метро. И панам ашим крупнес, медвоч там меня том черный газ. Проводим кандидат, научный сотрудник, Коми Наукашевич и Силан Черный, девушки мы будем говорить и на русском языке. Что-то на том языке, что-то на русском языке. И кто понимает по языку, можно быть немножечко переводить. Что понимают девушки, да? Омна Брюнника и Чужик. Черный слондин и старше. Так она говорила на самом деле. Добрый вечер. Поскольку Иван Михайлович Вавилин все-таки помнит поэт, я бы хотела рассказать о его творчестве по полной. Если что-то будет непонятно, я потом могу пояснить. Иван Михайлович Вавилин сечен автор, сечен вижиш под аспас творчеством учишность литература, поэзия, проза, унашика жанры. Се вижис и лирика трубовяс, вижис и эпиграмма яс, вижис памфлет яс, се учишли басняс, а сидже переобщис, вижис петалосный гурыш форма гижевяс, целан эмаш поэма яс, а сидже Иван Вавилин и чедаль гижиш, се вижис чедаль мой яс, не юзет без культуральный богяс. Тачан пашкад таланта мотес шетис литература с Пушкистана солнце с немджин гижис и юзетчис не
Медводя културус Иван Вавилин детал спусок еще кушвайта на коми шикт газеты. А ветреным бомбочки поетлым кулан глаз, что сотнуше шишин газеты, воевоходил журнал, и целым петис был я культур подборкалась. Мы же целовались, держишь творчество, сосудишь таланты. Jer ima posili šetis Medvodja Voškovja se dočekali pomazdica ŠKM, sečušana kola pozme молодежnim величем. Сие величи се не иже двоја спомакули за комуна двоја заводичите величи се ови спомаздилен и держа се турмашис зев внимавана и точана сие краткежла спомни держиш тима винка. И Медводja Кулбурja se юзадис помаздинца школа, петиш подувър журнал. И тая година силна литература, Медводja Voškovja sam. A siđa una to šete se žurnalistika nužavam. On na dvoja se Ivan Vavilin kao snikom sije kaša kažet redakcija ja sam. A še poravno se zavoditi zda svojja razšemna. Лирика, патриотизм, поэзия, четисный герб война, вояс. Медводja Луняшани сегодня видели фронт был и мы меча чуйма данас и воюют их чужи сгижес фронтовым Кулбурjas. И тая Кулбурjas се мода далес коми книга Леджанина и Vojna voja se veli oti, komi poet, koglan petisne Jebovjas, vojennej Kruburjas. Ta veli nedavno tukaj i nedavno imeli knjiga se veli petis. Neotiša Br i Sovetske vojne. Učam šorniku Propaškega, Domjan Vavilić tvorčestvo se liš poezija se. Učam silem poezija, učam silem lirika i jer Medvođ Pološume moj stav poezija silem lirika moga. Čuvam te ljudi še se vržede. Šlam, potkak ozna trdil nas liš poezija se liba iz budišem se istudna видели се лиш Медводja се люди, Кулбурja се и кажаваме ми сие када се вълили же и сечам поетия сходя свернисни люди ще слише става кучка с вържедне аслас шилен кулен ясен, аслас чувство ясен. Силен зев шерамбана поезия, сие пър аслас творчество, шуам движеска и юмористическое движеская эпиграмма, я с вас любишь, я с вам тараздик понимаю. Все шепчились, ёс рост черный, помни фольклор, мы помни ёс черный, все куртали с вас гижеде, и тае куртам то ясы, по кажалам гижет чистой, куртам мы все любите, аслас получонка изумрудияс. Мы автобус на яс кажалам, мы ужама куртны, аслас гижедеса. И ну еше тоже шуна. Став аслас гижеден и Кулбурjasin и поемаjasin. Иван Вавилин петкадле Медводj мјанле помимоктиш характерсе. Воште учам вермасловни помимо и шуам. Учам се вермасловни уджин. Се учи кас уч се радетиш. Се учи се оспол и тода зелбова учса. Либо шуам чужам мудовиган учам вермасловни помимо. Се не сум се герой под шуам даш вен врагас, даш олам се шетне, аслас регинарсна. Но се Медводj мод под радите чужам муса. Съвестно ми се война да шуам, кажем, я слав чужам муса.
мечься. Вот тачам Иван Вавилин, героически помимо себе, что Эмаш Кубурия скоро се шерпасала, мы солдат Адже, мы муглович, абу Бертаманян, и се майшаше, мы янис Боша, и не помню се Убертниса. Либо что лунге житхата, и все чем се выбрал. Се не вещачи солдат, и чтобы командиры что-то вот немец я сходя скукала хата и будь по массе хата сахищны, но все майшаше мы. А я только тая кирка стан хата стан кужай, не се только локтас, коли се кутасом локташам, сына героис, поэзия стан и цифр вообще помню мотостан характерис. Тачам Иван Вавилин, поезия страна споесена смечай тогда. И тая меча точа на то силовым творчеством. Neko se odličiš na tijame, čovnike lirika imaš, mislim, lirične ješ, vas хотя ima patriotizma, imaš politika ličnjami programa, no vek že nečaj tada Ivan Vavilin nekoć sije lirika poet. I taj je što zelo buva vištavljena. Strunaja zevtis šon zev, Kötübolsanız ostürmat evde, mizere staviş, oga evdey. Med mogu budmalis eskelder, te püshi, vos, daburtoker, vun mušan buan šon zer. Midir min jorgin yenejlan, i vitčişan avrovin muđeš, a vojnke, poš musa suđer, ozuš med šoga busšan ruđer, med bıçya puktas, bıçya njan, tomično mi moša, kišmas šanje. Soveşik nenam džolja pi, George Radler, tenetke pernace, vagăp ia zloman vet lăscacen, să găgăva svies și cace, nu cirșă din ozlăpchi, dozer lăstavan radăși mi, mu dungis ius roșcotâr, escolnă faită iad în iegă, John ceas cioșchiștis, să-și aregă iuvește și jemrăma megă, tam pusuntis, gândit vectâr, ia șon de iubut băgătâr. Niuși nu poșco ia să-mi zer, a skok nas ludzie smodla pole, da dżudżut pachna weselis, a muhan gurwis, dżudżut siłą i sieszuis akkie zer, te bydla antać burtokie. I taczam kumburias się, taczam lirika się, mi ludziom i kaziałam mi, sije zer, olomysny zer radwan, sije zer optymistyczny. Причем Кубуряс верно бизнесом нечай тогда сечам, вот мы свой навик, и вот с олами с будущим вот так мы начали. Большое спасибо. Сейчас ваш Давайте подождем немножко девушку, сейчас подойдем. И вы знаете, на песню «Произнес стихи Ивана Михайловича Вавилина» тоже написана песня. Звучат они музыкой, поэтому сейчас выступят перед вами выступят участники ансамбля «Шуглум». Это участники, и они исполнят первая песня. Ну, по-разному говорят. Поют, то есть, мне кажется, это уже народ поменял, у него воры выдуется меча кожи, да? А уже поют ягоды выдуется меча кожи. То есть, получается так, народ, видимо, уже решил так. И поэтому исполнят эту песню, и кроме этого еще две песни девушки сами скажут. Это Валентина Ивановна, это Нина Васильевна и Людмила Павловна. Что на лошадь тикаешь? Дорогие друзья, добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует ансамбль, кроме песни «Хорошо». Ашным бери
сейчас исполним песню Яны «Вернись вечерней позже». Вернись, мечальник Божий, сылагат коди види, щиктын вернись, как раз чужема, меча, тканых, аскикая уэспереда, мед бурьякший скала, рыдна смуна, ныла скорала, щемя пишись нечиста, аскикаи усе передни, уидменам диреспер, ритна смуни, нилес коравни, ниле месаезму, коркешке уит периждай, сишмагалам чеместис, коркешке нилит муниздай, шокшабелем медвесна. Оркешке нилит муниздай, шокшабелем медвесна. Тема сочащила, очевидно, Берничони. Ми завжди завжди і похоронили, так? Запрашивали. Теперь представить презентацию Лещенко Светлана Ивановна, подготовленная библиотека национальной по-английски и творчестве Анны Золотаревой. Добрый вечер, уважаемые гости. Начать я хочу со слов Виктора Кушманова «Подавание Вавилова». Поэт живет в селе, изба его стоит на высоком холме, из окон которого видны леса, луга и реки. Даль это неоглядно, и с утра до вечера в дом поэта заглядывает солнце. Дом стоит так, что окна его смотрят и на восход, и на закат. Во дворе за изгородью небольшой стажок сена. Когда зайдешь с крыльца, а потом с холма во враг, увидишь срубленную руками поэта баню. Рядом колодец с берестяной чертушкой, пахнет скошенной травой. Все говорит о крепком, устоявшемся деревенском уюте. Большинство стихотворений написано здесь, в этом доме, на этом крыльце. Отсюда, через эту калитку, поэт уходил на войну. Сюда же он вернулся в 1945-м, израненный и обогащенный суровым опытом испытаний. И я хочу спросить у вас, знаете ли, где находится этот дом? На какой земле? Говорите, это Вильгерда, Саркузинская земля. И улица не просто Вильгерда, а деревня Худяева. Уточняем. По соседству жили. Давайте же полистаем страницы жизни и творчества Ивана Михайловича Вавилова. Иван Михайлович родился 21 ноября в деревне Баяр-Перес, ныне это Коткеловский район Республики Коми, в крестьянской семье. После окончания начальной школы трудился в хозяйстве отца. В 16 лет возчиком и шпалотесом в Челтинском лесопункте. Уже с 14 лет Иван Вавилин, как сельский корреспондент, активно публиковался в местных газетах.
В 1927-28 годах его произведения были опубликованы в журнале «Орден» под псевдонимом Боярса Иван. В 1929-31 годы Иван Михайлович учился в Помоздинской школе колхозной молодежи. Затем были годичные курсы по подготовке в вузы и в ТУЗы. Далее 2 года службы в Красной армии. После возвращения домой Иван Михайлович был принят на должность литработника в редакцию газеты «Варлечич». В дальнейшем он ответственный секретарь газет «За социалистический север» и «Колхозник». Эти предвоенные годы стали началом его профессиональной творческой деятельности, когда поэт стал постоянно публиковаться в газетах «Поле комсомолец», «Варлечич», в журнале «Удар». С первых дней Великой Отечественной войны Иван Михайлович в действующей армии. С 1941 по 1945 годы в звании гвардии сержанта в составе гвардейского минометного полка сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии, Австрии. За участие в Великой Отечественной войне Иван Михайлович награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Будапешта, за взятие Вены. Поэзия Ивана Вавилина обрела глубину и силу на фронтах Великой Отечественной войны, когда поэт, находясь в действующей армии, создал 31 стихотворение и издал 2 сборника стихов. «Нигде Шагблэр», «Советские вои». Эти сборники есть в Национальной библиотеке. Поэт воспевает великий подвиг солдата, его беззаветную преданность Родине, его бесстрашие в борьбе с фашизмом. Как матери, дитя родное, всегда близките песнями, что славят мужество стальное бойца и солдата на войне. После окончания войны Иван Михайлович был инструктором в отделения Союза писателей СССР. С 1949 года он член Союза писателей СССР. В послевоенные годы работал ответственным секретарем журнала. А знаете ли вы, в редакции какого журнала работал Иван Михайлович? Как называется этот журнал? Теперь не сдается. Теперь не сдается. Очень, да, правильно. Он назывался сначала «Орден», потом был переименован в «Ударник», а затем «Войвод». Да, вот с 1947 года Иван Михайлович ответственный секретарь журнала «Войвод». Послевоенная поэзия Ивана Вавилина очень разнообразна. Поэт писал лирические стихотворения, сатирические памфлеты, басни, поэмы, стихи, сказки для детей. Мирные послевоенные будни советских людей отражены в поэтическом сборнике «Мена Фарма». Тема любви к родине наиболее значимая во всем его творчестве. Одним из самых крупных лиро-эпических произведений Ивана Михайловича является поэма «Тарас Дед». Она создавалась на протяжении долгих 20 лет. В поэме изображена коля деревня, самые разные ее жители. Как и все творчество поэта, его поэма отличается юмористичностью и жизнерадостностью. В коллекции Национальной библиотеки хранится издание книги с автографом поэта. Петру Дамокашу от деда Тараса и от меня самые лучшие пожелания и всех благ в жизни. Перу Ивана Вавилина принадлежат и другие поэмы. Это «Энния элегия», «Ленин помним», «Мэн помним», «Шилиш Пэль». В 1972 году поэт был удостоен государственной премии КомССР имени Ивана Куратова. И опять же у меня вопрос к вам. За какое произведение поэт был удостоен этой премии? В 1972 году за поэму «Ленин помним» и цикл стихов о дружбе между народами и советском патриотизме Иван Вавилин был удостоен государственной премии КомССР имени Ивана Алексеевича Куратова. Иван Вавилин – поэт-сатирик. Его юмористические и сатирические стихи обличают пороки общественной жизни. Произведения, включенные в сборник «Звук», «Колючка», высмеивают бюрократизм, взяточничество, хвастовство, жадность, лицемерие. Создавал поэт произведения для детей, небольшие детские сказки в стихах. Среди них «Дружный Поттер», «Высуд да зеркал», поэма «Миен пароход»,
ну, другие стихи. К одной из сказок Ивана Вавилина, соавторов и с композитором Прометея Чисталева, была написана либретто. Знаете ли вы, что это за сказка? Название этой сказки? Никто не знает. Совместно с Прометеем Чисталевым было написано либретто. Это детская опера-сказка «Кисло да серпа», «Кисленькая да серпа». В 1971 году появился цикл военных стихотворений Ивана Вавилина. Среди них «Патриоты», «Катюша», «Слово пролетариату», «Ты всегда живой», «Родня», «Рук не подняли». В переводе на русский язык эти стихотворения были опубликованы в сборнике «Стихи военных лет», вышедшем в Москве в 1985 году. В 70-е годы было издано 3 поэтических сборника, в которых поэт воспевает родную пару, ее величавую и суровую красоту. В одном из стихотворений поэта есть такие строфы. «Мне жить всегда в своей стране, там, где леса, луга и реки. Все дорого, все близко мне, в моей советской стороне». Иван Вавилин также известный переводчик. На каком язык им переведены произведения Бернса, Гейна, Купала, Райна, Некрасова, Пушкина, Лермонтова и других поэтов. И завершить свою презентацию я хочу словами народного академического духовного Андрея Куванина. Поэзия Ивана Вавилина, народная в своей основе, пробуждала и пробуждает доброе чувство, учит любить прекрасное, поэтому она всегда с нами. А сейчас, уважаемые гости, я предлагаю вам послушать стихотворение в исполнении Ивана Михайловича Вавилина. Александр Сергеевич Пушкин. Te vecna mednița poet, azi din advarci mă scriți cam șălăm, a șălăm câlăm te onălă, păștovul panden on pet. Este na târtă mine uși, narodă sajtme diși pășcâlă, med terojen planeta vâlân, câzum să pârcniti ion ruși. Te învălinei гражданин, там важен синис, сарлен тронис, Атенат кылбурястен донис, озне корсин, озне корчин. Te pârna talmuia poet, burmântia suște te nadvira, i vâltiaște șuam miras, mă te păgașcă eznai pet. Отців знавешта мезме муж, вильмойт кольором тече летта, і вин'є сотти зарні шепта, що душ пінь не пальмін озчуж. Буршуше, томнуниш войша вахта нуи, пыршулы, порка ужламна, а сеша войпукой суис, нюдиниш нечистис война. Секундной лой ешше вăsни, и ор я шлемлес любой жду, кор врага свеним, шуи кăсти, дыркута ужни воёрку. И бара, миен горtă вои, дилăt нам думайте вой-вой, câți văsni băr, măi biis șois, câți văsni vâliși me dosșoi. Вождет мозов же уже векня, от мей утвлен солдат, и шон дяся задни пейт нас, оз непоружанный шкат. Cum iasă năti șușă, menor că șușă de zăvur, să-n gură ștace de șușă, de rujă mici pe pași în bur. Iub mă zdorova peti talun so peti mădiș, lasă că și-ar nu setiș, ognintă da scâmnădiș. Ace, îți tenit, oprit și lămân mășui, prășchit, pametei zăvgenit, optă, mâita vasului. Soi măgnin loctăvala, tușa mâgările stomnâlăn, șpângea da loctătala, zici-că baică mă scâlăn. Încă ce-ai te iei pe date, mâltăris pe tot șantalăn, sau pe iub mă stei vată, opra și mânacceală. Câla scărul menam suhmă, mișa lor merge crișcă, hodnă mortă să-ți iubmă, skodnă iubtale da mușcă.
Niekor nie podeszła zdezny, jułej, gomten, kosztej, sićkeśke mecha sjezli, văci burtorse don boște. Задача литературного музея – хранить те архивы, которые мы собрали. В нашем музее хранятся материалы архивов Василия Юрьева, Якова Ручева, Серафима Попова и в том числе Ивана Михайловича Вавилина. Ивана Михайловича Вавилина не стало 4 ноября 1975 года, и вот со второй половины 70-х годов мы храним архив поэта. И 2 года тому назад мы решили создать книгу по тем материалам, что мы храним. И об этом расскажет нам научный сотрудник нашего музея Ерофеева Любовь Антоновна. Всем добрый день. Вначале, наверное, я хочу отметить, что вот Яна Григорьевна уже отметила, что в фондах нашего музея хранится много архивов, связанных с писателями. И в 2017 году, но работа началась, конечно, намного раньше, Татьяна Григорьевна, Надежда Миновна, мы составили такую книгу. Они вернулись с войны. Тут мы собрали тех писателей, которые не вернулись с войны, и каждый из нас изучал архивы тех писателей, которые не вернулись с войны. Вот такая у нас книга получилась. Сюда мы включили фотографии, документы, произведения писателей, если они были на русском языке, на том языке, чтобы человек, который не владеет, например, русским языком, смог эти тексты прочитать на русском языке, и чтобы была аудитория намного больше. Потом эту традицию дальше стали продолжать, и как раз к юбилею Ивана Вавилина, к 60-летию, мы решили тоже составить подобный сборник, но уже с таким твердым форматом в издательстве СКПР. И в чем интерес вот именно этого сборника? Этот сборник произведения Ивана Вавилина, о его жизни и творчестве интересен тем, что у него уже включены материалы тех ученых, которые говорили о нем ранее, и те материалы, которые более такие современные. Плюс мы туда включили произведения его на русском языке, стихотворения, в переводе тех писателей, которые его переводили на русский язык. Хотя видно, что эти стихотворения, они более такого советского периода, и, на мой взгляд, в настоящее время творчество Ивана Вавилина все-таки необходимо как-то осовременить, чтобы для современного читателя он был с ногу со временем, чтобы с каждым человеком мог идти. И вот подобную работу, подобные переводы, они работают над этими переводами, молодые писатели Республики Коми, которые владеют русским языком. Очень отрадно, что в эту книгу мы включили интервью Маргариты Ивановны, вот это мы снимали интервью, она рассказывала. И интервью очень интересно, что когда, если бы мы подобный материал воспоминаний включили в статью, это было бы тоже интересно. В интервью Маргарита Ивановна рассказывала все от души, от чистого сердца. И здесь были важны такие детали, когда соприкасаются отец и дочка. И когда он вернулся с войны, какие у них были отношения. И что до сих пор для Маргариты Ивановны папа является ангелом-хранителем. Вот совсем недавно мы ездили на кладбище, и все время на могилу прилетала птичка. Она все время садилась туда, мы ее много кормили, вспоминали о Иване Михайловиче. И было очень интересно и трепетно, потому что я лично в первый раз бывала на этом кладбище, на этой могиле, и это мне останется на всю жизнь, потому что для меня Иван Михайлович стал тем поэтом, близким поэтом, потому что я погрузилась в его творчество. Может быть, если бы я проходила где-то мимо, занималась чем-то другим, может быть, я никогда не коснулась этого творчества, его творчества. Но судьба мне подарила такой подарок, что я работаю в музее и могу погружаться в творчество Ивана Михайловича Вавилина и других писателей и поэтов нашей республики. Также хочу отметить, что многие
народный поэт нашей республики Альберт Валиев посвятил Ивану Вавиловну стихотворение «Аршалы». Вот я читаю это стихотворение «Аршалы» и сразу вспоминаю, как мы ездили на кладбище, потому что то, что он описывает, вот этот снег, вот эти деревья, все точно так же, просто разное время и разные люди. Аршалы Иван Михайлович Вавиловна памятливый. Щекотищем злечко шпильмую, та он тетовнит оламос лега, да не пожен я в лечивик, а в шагенощем много чист был, состом был, ты над совесть хоть сочь, tu напомала нежну воду, будьте тырмалис, буалы потрас, свой слымама бонуса стыч, щамта авто бунатайтес, кучи радитель те чужанута, да ему вот и ветлана путас, и заскажетас надо раздеть, самутыта, узвешта раздеть, хоть вот кека, а ты поди волос, он овом, сети качкова, удрыгнула кунжик ходит, уману те бывшего пив, на исходва комод подкащилась, и над головой щебунью специлась, самым шокщена ужас осы. Такое замечательное стихотворение, трогательное. И понимаешь, что Иван Михайлович Вавилин был очень таким добрым, можно сказать, очень теплым человеком. Вот, точно так, и вот эта энергетика, вот именно стихотворение, так как Альберт Егорович Ваньев написал, вот именно от Маргариты Ивановны исходит такая же добрая энергетика. И вот она дочь писателя-фронтовика, и когда ушли на кладбище, все почему-то уходят в сторону через какие-то тропинки, а Маргарита Ивановна идет по сугробам и говорит, ну мы же здесь не провалимся, мы здесь пройдем. Она сама все везде дороги указывает, пути, и все ее слушаются. И это было очень интересно. Спасибо. Альберт Егорович Валеев рассказывал о ребятах воспоминаний у нас еще в старом музее, как они хоронили Ивана Михайловича. Потому что дом Ивана Михайловича Вавилина в Вильгороде, на горе, надо подниматься туда. И как они спускали его, как они хоронили, он это часто вспоминал. Так что, и теперь не зря мы даем слово тоже ансамблю «Мужики», это земляки Ивана Михайловича Вавилина, село Вильгород, руководитель ансамбля Михаил Иванович Агутин. Они тоже бывают. Даже не земляки, а соседи. Да, соседи. Вот видите, как... Да, руководитель Иванович рассказывал, что рядом почти были. Да. Так что давайте, там слово. Что завтра будет конкурс специальной значной литературе. Те, кто в комиссии, пожалуйста, поддержите книгу Ивана Михайловича Вавилина, потому что эта книга необходима, и мы должны на следующем мероприятии через год увидеть эту книгу в нашем мероприятии. Это... И презентация. Да, Ютонной. Oh
Вы еще один. Аркадий Матвеев. Даже строится. Я военный. Надо было жили по соседству 10 лет. В школе программы не было. В школе программы вообще мобильной не было. Сосед, приходим, он за водой, я за водой. Здороваемся, в баню ходим вместе, ходим по одной тропинке. Вот. И вообще я горжусь тем, что в те времена знаю дочку, одну и вторую, потому что они были почти чуть-чуть старше меня, лет на 5, наверное. Мы в волейбол играли, я помню до сих пор. Знаю, маму хорошо знаю. 10 лет прошло. Мне было там 15-17 лет в то время. Уже с понятием парень был. Уже влюблялся, уже знал, что даже можно было в Ливу влюбиться в то время. Не Маргарита, Маргарита старше была. Наверное, влюблялся. Песен-то красивых много, и на русском, на каком языке. А я решил сегодня... Пусть будет на каком языке. Военная песня. Аркадий Матвеев. Наверное, Куликов. Куликов? Да. Давай. Мне кажется, да. Завалюдачия, я насвешена кузышта, программ началышта. А мене кузышитами Маргарита Ивановна, которая ми программ была, как я развиваю, как Теннесси, Маргарита Ивановна, оба уже, за величайший ордес, тоже чего опять же
ty stavne zebra, to są Отец, правда, у меня также всегда говорил, учитесь, что не понимаю. Как девочка? Вам по-русски говорите? Напомни, да? Ну, остался немножко быть кивать, читать, читать, если мы ее читали, так, собственно, с ними, сильно, дочки, читать, Первая часть сначала, первая часть, конечно, сия не есть одни весы, секты, мне чужие сия война, как коротко, война заводит, да, нам же выбор пиша, батики, война сюда. На это машина маешь. Под маму жалуем, типа лавьями, папа вам сейчас. Ну, уж куда, скоро вы даточка убить, там и восстанавливаем. Мы так, кажется, маешь, еще ты, еще черный чуть-чуть. 38 год. Война с нашей дочкой. Вот и когда воды, война. Видим, все, я сейчас скажу, сапом могли нас не Война со своей, у нас град, да, нам рыбная со своими градами, скоро мы будем. Это вещи, у нас не осознается. У нас война, град вообще не вещи, да, върти и сподом выпрашали вот так. Еще он принимает там мысли, еще дома сами. Врачи, Война не смешана, не светлая, но письмена очень все, даже есть вчера же письмена очень, война помощь им браться, это лишь вчера же, да. А мы меня учились, наверное, война еще не мечтала, война не мечтает, а с ее какая-то призда, шинель. Шапка, и всякое куда не весло, которые подчеркивались, пришли. В лечении куда не вечне мы глаза писали. Шапочка пришли часом на меня. Нам даже квиня скоро есть, квиня жизнь нельзя. А он нам не думает, что мы сейчас не до 6 время валишь. Война была с ними одна туда, уже вышли все, значит, мы сидим, что Будапеште пришли, сижу платье, они верно, они остудам уже севались. И на лекции молились, платье, уже платье, всякие не думают, а меня не вот сейчас, война дверь сидит, ужасно. Ну, просто может, деревенская может им Стаса вариатиства, чем выставить, снимать, сучка и стала турнута лошадей, 300 лошадей, считая важкая трасса сфера. Колись не разложила, бать не без выкакала, подвидишь, что сильно трасса. Вот какая своя. Еще куим, вот. Век там и еженика. Лошадь что да, уже на вечерне. Я сам весны. Тогда я знаю. Завтра мы зачем не потому что аж мы старым сериалом. Уже почему завтра. Я чайка с джинни. Спокойно. Не было да, с чайкой. Вот чай не думаю, как ну, бурак, бергер
olunsa armiyadan men tak men bak çen karışını kalkar. Первый içedir inşa var yasta var şey любите söyleyelim. Onların yani söyleyelim. Uyum ças yerine çiçeğin aslında. Şimdi böyle baş ya ama böyle uyuyacak böyle sılın. Vodisi işte uyum nasıl kekler. Böyle söyleyeyim dümdüz. Budan korjina yani topukta iskak kadar yol ona böyle seni bu kaçmayı düşün. O yakın o rasa do da böyle сюда нас они стараются строить честно родственники пожалуйста вырастали. Шутки еще раз я держу. Я вчера когда ослаб ему ничего не надо. Серьезно, чтобы я себя чекала на себя. А сейчас озрю, ну, у меня супер частный был кадрились, да. Все, вы, может, решили нас, мы, нас, стихотворение, мы, конечно, стали еще раз на себя, стали честно раз. Вижу сейчас, это еще холодно ходит, день дорогой, вверх поговорите, там, вот, там, локтами. Wieczorem ten panie ja z tego to się gdzie ma na tagi wacile pić też rodem powiem wacile manie da duszko da Володя Попов da tej Володько буде się szwali powiedzieć to manie lepkuś uszada gdzie koszule jest koszula dyscypliny. Bacia lądy stusia nie komunika, że tak później lądy znają, kujem drog, który właśnie, potem co to ja mam grał las, to się da ci potrafię do końca myśli, proszę pierwszy, to się da się, to się się, to jest kosiarz masz, to nie jest żadny film. Baik dla mnie samochód, to na sobie samochód. Ja nie wyglądają. Szorni się, wiele ciągnięć miałem, wiele czytam, bajki wiele też na wiele Goed, mensen zeggen, kom ik er ook bij en die weet dat is. Ik heb een machine, zo lang ook, dat moet je niet weten dat is. Goed, en willen dat het dan goed pozien dat. Dat ik ook udzielałem dla wykonania tego, tak się wyjdzie, to wtedy decydujemy się bać, że szkoła dostępna. Telefony też była, myślę, bardzo mnie uczyła się, gdzie dada maszyna loktis, tak się iścieczony, jaką mi trafamy, wchodził do kuchen. Myślę, my myślę, wystawię jakiś wystawię telefon, albo loktis. Na szkołach siedzieć, to zebrać, czy po prostu w Europie, które są na pomocy. Ja rytmas iban pod loktim mykkaniem, problem występuje. Się lumna svetla, wyszły się ten spalowe na midami. Bagierki, mleki są tam się pyta. I włócają wielenie gierszki. Otila na modla, oszady. Rytna klub, który dzik. Jezy lokty i nawet ledami. Odczekaj Kasia Skotland, poprzez mnie wyczytał Wydka, ja sam na pali zdjęci i też w którym stopie kurwa się dzieje. Pomamy z nim na stał, u nas idzie do takiej pismy, kolie pismy. Maszyna przepisna. Dzieje na nam, to ja sam wystupaj pismy. I ona wam jest jaki jest. Osvalina je kormaišašinamai podamba, kad palamunni, inama nunni daugloktayni, kavni tuneškunuma, loktisindayni. No, prostai.
Юрська. Як он там чи то розставимо. А це вам яка є дружити з Дороненка. Считается, что эти помнишь нам, эти помнишь как бы мы как раз Павел говорит, что малыш нас сейчас помнит автобуса кушать. Pan doktor jest na asystence. Jak pisają oddzielanie, doreste robią pomnik poksie, ten nie wiem. Bo ja skakam Paula, woda i wszystko. Dawniej wołas, dawniej się trzyma. A szaki ludzie chudzie mam udzielenie a nie wiesz, tutaj dawaj. Nie, macie czas, lokasz, jak uczą to bokowe motki myli, woda z pomnic. I вот таджикан вактчема на турун кетемиз. Озанчыны сендер. Турунус бер анжаны шахуй. А бигөшмүшө. Бакал бес. Он бес як проведет. Я покажу, что дик. Я видел, что мы нас, видел, что дарина автобуса покшевна. Безбилетный заяц собака, да? Да. Интересно. Балбец ползи, все вода, вот сидики, асфальт, где на ней теж не высоки. Ползи, да? Бокал губы. А люди, а сколько родонулись? А вот? Друг, это реклама, друг. Gdzie autobus zaciera do takiego... Autobus băgă nas nimeni student jas. Mete papa jest in był korporacja dzieci nasze. Prawda, bo stawili na naszą liczyciami korporacyjami się tocznie wyliczył piętro. Все, когда автобус у нас, я как же между тем, у нас подъешь и язычника сылышта смыка съезда, где да автобус, он и сидел с бюджета. Он и с бюджета. Пошла сейчас. Шабельчик рассеян как это. Сейчас когда как ушла автобус спираль за эти черанцы все это. Ну, что это на чем наш космонавт тогда автобус спираль за эти черанцы он я с перенесет А мама, это выкрутить, это фамилия Шули. Мама, это мама, это выкрутить, а фамилия Шули. А что фамилия Шули? А куда это? Осталось вот как проводить. Они подошли к касанию, и кутки указали. А, уезд, Ну, съезжай, мои кажется. Съезжай, Оля сейчас съезжай. Моя кажется, зачем мне светлый? Вот я потому что говорю, там же, наверное, еще раз говорили, мне кажется, Kerkas jest wyrobny, kaj посевали думать на всякие игновисты, посевали часовня, опять пухтаны. Kerkan jest teraz, niekуда свермую альчины, Чельсы это светлые, но шовник не świetnie когда szliśmy do komedii selekta, da być kopszany stasy, Kerkan stasy. Așa, încă перевыборы на новом мансchaftniке Лантечисны и Ачинчины. Они встречи нас не Нас звучит честно, Зверь тоже кыр, сейчас они говорят, что носили наверное, лучше Как не опыт, не важно, если я Насилиш мама се трудно. Oui. Si vă să mai grijă la impacte, să vedem să este vorba de tine, Ma fai stări, stări. Acum nu ce vreau. Dar exista
Puškina karata, kujana oli terve pürasina alustaudun ja tai. Põlekis tõttab juures oli tällainen vekkot alustaudun on Svendale plymenica selektis kooperatiivinen ja alustaudun. Ja kyllä tätä ei luvataan siinä. Se on, missä nie porozgorowy, nie porozgorowy, spokojnie, jak już mam loktonowali dziewięć, czy mogę zapomnieć, dokumentalnej artu, to bliżej dla loktonowali studować. Takie ozarty dzierży ten studizer. Odszedł od łodziec, rozkazł się, łodziec sobie też rozszedł. To jest bardzo wydarzenie przemienne, nie powiem. Tutaj kształt, że musiała stać się do testu, byli tam Europa, Irlanda. Pytam da se na mnie kasy, na gierka Polacy, ci praktycznie pasy, naszą gierka nie nam tekst Polonii, jak Polonii widzicie, jest jego rodzinko. बहुत गलत मैंने ताजे को तो उसका उठता है करा और से आस्ते में शायद एक चीज़ ना शोरम शायद कि कर तो और से बंद नहीं शोम कर तो ना साची इसका वाले दिन हम ना सुरक्षित इसमें क्या है इसका साची सुरक्षित मुझे की मशीन है ऐसे ना Академия наук для опытных коллег часто были формированы. Но там даже не встречались. Мейка Курский, она и еще кажется, у нас остался бояться. Кто не такой, ты не знаешь. Сади сильно помогали научиться. Сади сильно Академия наук. Академия наук, Сади сильно Сенатом заворотом. Я стек сам повод, я запомнил, выясняется, они гораздо старше. Да, не школы. Вот если бы не смешно, что они прописали, с этими методами. Я не говорю, книга совершенно учила, да, маме не советую. Еще на чем не вышла. Запоминайте. Поэтому еще слово как сохраняет память о Библии. Людмиле Муравьевой, здравствуйте. Ну, знаете, да, уже сказали, что Селивейка прошла вся его трудовая жизнь, ну, не трудовая, конечно, личная, и вся жизнь прошла в Селивейка. И немногие, наверное, знают, что Иван Михайлович Вавилин работал с 1949 года по 1951 год в нашей Сыктывкинской районной газете, тогда она называлась «Колхозник», ныне она называется «Наша жизнь». Так. Ну, я эти фотографии положила почему? Потому что действительно и Павел Григорьевич Доронин, он с нашего района, да, и они вот как-то сказали, что уже были очень дружны. Вот. Да. Она не размысла, видно, что это довоенное фото, но она не размысла, не стала в 1943 году. Ну вот, все-таки земляки, они есть земляки.
Вот Иван Вавилин «Годы войны». Это его книги, которые у нас постоянно ходят по рукам, потому что позже я скажу, что у нас с 2013 года идет конкурс чтецов. И как раз стихи его, детские стихи, взрослые стихи, идут у нас постоянно на этот конкурс. У нас ищут, чтобы именно про свое, что-то про родное, про войну. Вот, например, если посвящено войне, то про войну. Конечно же, без Ивана Михайловича Вавилина мы не обходимся. Вот эти книги у нас постоянно на руках. Ну вот рассказываю, да, что он в книжном издательстве, тоже фотографии. У нас оказалось дом правильно, Макетева, да. Вот, местечко Кудяева. Мы уже с 2005 года проводим в нашем районе полиговские чтения. Это сохранение памяти наших писателей и земляков, в том числе Ивана Михайловича Вавилина. Внучка, правнучка выступала у нас, Люба. Правнучка Люба выступала. И сами мы всегда тоже делаем какие-то сообщения. Вот это из Любиного доклада. Что мы еще можем как библиотека делать? У нас на сайте страницы СБС есть такая вкладка «Прогулки по Выльгороду». И там можно по улицам Выльгорода пройтись. Вот как раз оранжевым это сделана улица Вавилина. Вот. То есть все, что связано с кем у нас, кому посвящены эти улицы, вот как раз синяя, вот такая желтенькая, вот они обозначены. Если вы зайдете как раз на сайт страницы СБС и найдете прогулку по Выльгороду. Ну вот улица Вавилина, правильно, неправильно я сделала фотографию. Получила свое название в честь кого-то. Это понятно, да, что Ивана Михайловича, проживающая в доме тогда еще номер 26. Правильно, Марина Ивановна? В селе Выльгород, по улице Полевой, 41, 25, ну поменяем. 41 по 75 годы. Полевую улицу, вот как раз в 86 году народными депутатами районного совета Сочинского района было принято решение переименовать улицу Полевую Выльгородского сельсовета именно улицу Вавилина. Но это у нас полевая нет, полевая она есть сейчас. Когда она была, вот это вот решение, оно есть, оно мы взяли с архива, оно есть. Вот. Вавилина, как села Пиани, такой. В другом месте, да. Сейчас это в другом месте. Но тогда они переименовали вот так. Вот. Там такая неразбериха была, потому что, говорит, уже была полевая, сейчас есть полевая, обычно Вавилина там. Но в итоге так вот получилось, что вот они все-таки сначала переименовали, потом она уже... Дом у вас не стоит на улице Вавилина? Нет. Так вот получилось, что вот пока переименовывали вот так. Ну, а в 2011 году администрация совместно, так как это ветеран войны, да, совместно там ветеранам, когда какие-то были военкоматы, да, совместно с военкоматом, администрация сельского поселения поставила, установила памятник. Это вот как раз раньше, а вот это мы уже 18 ноября, сейчас были с Маргаритой Ивановной и с Любовью Андреевной, с Дианой Григорьевной. 18 ноября. Ну, как библиотека мы тоже с 2014 года делали такие путешествия по нашему району, потому что в каждом селе у нас есть кто-то из писателей, да. Вот это, к этому проекту мы делали такой большой плакат. Это тут, по-моему, только 38, 28. А всего мы насчитали больше 40 земляков, которые писали и которые были в Союзе писателей, можно сказать, ну как бы они были официально, да, известны, да. Вот. Ну, среди них, конечно, мы не могли забыть, потому что, как, вот, например, для Кировского района это Лебедев,
Вавилин для нас, он свой. Лебедев, он с Межагора, да, он как Кировский всю жизнь, а у нас Вавилин. Хотя он как Кировский, но он у нас, он наш. Ну и вот на нашем сайте тоже, я уже говорила, у нас есть литературно-краеведческая карта, и на этой карте тоже можно про него прочитать. А вот это у нас как раз с первого конкурса чтецов. 21 ноября 2013 года в Музее истории и культуры впервые прошел открытый конкурс чтецов Минопарма, посвященный как раз памяти поэта Ивана Михайловича Вавилина. Проходила не один раз, несколько раз, правда, в этом году почему-то так получилось, что не было. Тут в 2014 году как раз. Мы не забываем наших земляков. Мы всегда открыты и на любых площадках, где можно и где как бы должны мы это делать, мы всегда это делаем. Потому что это дело уже не только, может быть, выгода, это дело общее. Помню, поэты они и в России всегда известны были, и до сих пор известны. Поэтому мы обязаны помнить, чтить, сохранить память. Спасибо, я за вас не переживу, я буквально 5 минут. Хорошо? Дело в том, что мы говорили, что Иван Михайлович Вавилин был, наверное, творчеством молодых строгих. Мы все помним, как Владимир Васильевич Тимин рассказывал. Он пришел в редакцию газеты журнала «Войну Кучу», принес свои стихи, несколько листов, дал Вавилину, а Вавилин сидит, прочитал одно стихотворение, в Бурну отправил, другое стихотворение в Бурну отправил, третье в Бурну, четвертое в Бурну, пятое в Бурну. А Владимир Васильевич смотрит и думает, ничего не осталось. Наверное, ничего не осталось. Осталось одно стихотворение. Поречвуд. И Владимир Васильевич всегда в воспоминаниях говорит, я в литературу вошел на старой лошади. Вот. И до песню он споем в последнюю очередь. И Владимир Васильевич посвятил Ивану Михайловичу Вавилину несколько слов. Стихотворение длинное, все не читаю. Мърс имам кирка, каямто изкок и крут, но остиеме на берега, но остиеме на тут. Овне светлым поэта, кыкыч пожарваме стены, пътчик, ачис овъдъна, мъдыш, гижет на ценнем. Вот они еще вспоминают, как он к нему пришел. Был ли там гажа пыра, зерги шонде, был ли няй, ача, мошка ли чирас, кыч на сидорон кайт. Дора салам перкадинас, ога варамтей дыр. Пырже индас сынакинас. Мына, эмка кады пыр. Идет гыгырва ачит. Торки торгыгырса уж. Пырчиш, ломте бураш пачес. Шой, пыдыясы пыр. Кымын кым бурданы чужыс. Тачам думясыш одну. А кыжаем черный пан, лечи небы. Стихотворение большое, но это посвящение Ивану Михайловичу Вавилину. Ну теперь в заключение давайте, мужики, подружки, поем песню. Поем все вместе. Я не стала рассказывать уже о том зале, где мы рассказываем о войне, как вы еще придете. Единственное, на чем я хочу остановиться, там есть фотография очень интересная. Два поэта, Размыслов и Вавилин, ехали на фронт, и на сборном пункте в Бобтасе они совершенно случайно встретились. Совершенно случайно. И догадались сфотографироваться. Не помню, я в архиве занималась очень давно, где-то 80-е годы, может 85-й год. Кто-то из них сказал, теперь не помню, давай сфотографируемся. И вот эта фотография, и качество неплохое, хотя и любительское, у нас представлено в экспозиции. И очень часто я спрашиваю у детей, а на чем тогда добирались? Почему, скажем, они не вместе попали? На чем тогда добирались вокруг нас, вот девушки? Кто-то может скажет, вопрос один. Какие пути дороги были тогда до Кавказа? Река.
Парики? Только парики. Потому что никаких дорог тогда еще не было. Тем более асфальта, об этом нечего и говорить. Сначала Полосвисове, потом Вычегда, потом Северная Двина, потом Котлас. И так сложилось, что Иван Михайлович Вавилин прошел с боями через 5 европейских государств. Это Румыния, это Югославия, это Венгрия, это Болгария. И война для него закончилась в Австрии, в Вене. И есть благодарность за освобождение Вены. У нас, я думаю, не представлена на книге, это Розалия. А она не раз погиб 30 сентября 1943 года на Украине, защищая село Большая Картонка. Осколок снаряда попал в грудь и вышел со спины. Вот видите, как хорошо, что они догадались тогда сделать этот снимок, который останется надолго, я думаю, на века. И как тут сказано, «Дочь хачис полагуя, водыч сюдыжа для сыней». Вот мы все будем делать все возможное, чтобы имя Ивана Михайловича Вавилина жило, чтобы оно было, и творчество, чтобы мы знали и помнили. Спасибо всем за участие, мы очень рады, что вы сегодня были с нами. Как это песня? Споем вместе одну из песен, военных песен.